с Игорем несли воду и тут же хотели обратно махнуть. Но дедовы слова задержали их. «Погодите, казаки, посидите со мной рядком, побеседовать охота. Не стесняйтесь, отдохните, хотя и маленькая, а все-таки дело сделали». Ребята присели на лавку. Ваня в дальнем углу, Игорь возле самой двери. В середине сидел дед Микулай. Один сапог уже обул, с другим наклонился. «Слышал, наверное, наш спор», – подумал Игорь. «Если ругать сейчас начнет», – мысленно остерегался Ваня. «Как и поговорить-то с ними, с поганцами?» – не вслух спрашивал себя дед. «Как вы попали-то сюда?» – спросил он. «Так», – ответил Ваня. «Просто так?» – дед Микулай посмотрел на внука, прищурив глаз. «Так, войну играли». «Значит, войну. Так кто же из вас победил?» – обувая второй сапог, спросил дед. Мальчишки только плечами пожали. Кто, мол, кого победил, трудно сказать. «А в споре кто кого победил?» – неожиданно спросил дед. «Слышал», – подумал Ваня и покраснел до ушей. А Игорь снял с головы полосатую кепку, прижал к груди, словно жарко ему стало, и он просто так ее держит, а сам кепкой медаль прикрывает. Пищаль свою, висящую на лямках поближе к груди, подвинул. Дед словно ничего не заметил. «Рубаху пора надевать», — потянулся он за висящей на гвозде чистой рубахой, но вдруг схватился за грудь и застонал. «Ой, как стрельнуло!» Старую рану рукой прикрыл. Ранен он был на войне, на Великой Отечественной. Пуля в грудь на вылет попала, до сердца чуть-чуть не дошла. Дед Микулай убрал руку от груди, опустил на колени, облегченно вздохнул. 23 года назад фашист выстрелил, а до сих пор перед непогодой слышу. Дождь, видно, будет завтра. Игорь, пораженный, посмотрел на рубец, рот разинул. Кепку сам не замечает, на лавку рядом с собой положил. Ваня о дедовом ранении знал, взглянул на деда, жалея. Навечно знак остался деду. Тогда дед еще не был дедом, и волосы еще не были белые. Есть ведь фотокарточка легкого гвардейца в альбоме у Ваниного отца. Надевая рубаху, дед Микулай опять спросил. «Спорили, говорю, да пришли ли к одному-то слову? Из-за чего не поладили? Что не поделили?» «Не спор ребячий, а медаль. Вот что заставило обоих стыдиться. Я же говорю, войну играли», — осмелился Ваня. «Когда мы все поделили, я стал немцем, а он, — кивнул головой в сторону Игоря, — русским. Я за ним от Микитова дома следил. А я, — вставил свое Игорь, — до самого колодца полз. Но все равно я раньше тебя выстрелил». «Да, раньше, конечно», — не сдавался Игорь. «Понял, казаки, из-за выстрела вы здесь поспорили. Остальное ваши воюющие товарищи к реке побежали, сам видел. Бульдозер привезли для колхоза, ему смотреть его побежали». И взглянул на Игоря. «А давно указ-то выходил?» «Какой?» – заикаясь, спросил Игорь. «О твоем, казак, награждении, за отвагу, медаль вижу на твоей груди. 3 самолета изображено, танк, да еще и надпись «СССР» внизу. Вот как! Не знал, не ведал еще». Игорь не нашел, что ответить, и опустил глаза, будто под ногами искал ответа. «Может, ты, Иван, знаешь?» – обратился к Ване дед. «Не ты ли награждал? Да не сопи носом-то!» Ваня потянул носом и, глядя в угол, протянул. «Я... Вот и хорошо», – вдруг поласкивал дед. «Хорошо, хоть высказался. Ты, Игорь, назад забирай свой автомат. А то, что Ивану в придачу давал, возьми и отдай отцу своему. Придачу-то ту не потерял еще, Иван?» «Нет еще», – тихо отозвался Ваня. «В сарае она, под банкой». Вот и хорошо, казаки. Дед Микулай обоих по плечу похлопал. В войну играть можно, но в жизни друг с другом нужно ладить. Без лада какая жизнь? Бегите и положите медаль туда, где была. Ее ведь за то, что под огнем в атаку ходили, давали. В день праздника и самому мне не грешно ее на грудь прицепить.